Представители местных органов управления представили отчеты о проделанной работе за 9 месяцев. В докладе о выполнении основных экономических показателей в производственно-хозяйственной деятельности района заведующий отделом экономики по Аташоне отметил, что объем товарооборота услуг за 9 месяцев текущего года составил 55 миллионов 760 тысяч рублей, когда за аналогичный период прошлого года 40 миллионов 569 тысяч рублей. За 9 месяцев 2021 года фонд зарплаты составил 30 миллионов 7100. За аналогичный период прошлого года 17 миллионов 361 тысяч 700. Среднесписочная численность работающих по району, то есть это 331 человек. По организациям и предприятиям 331 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рабочих мест увеличилось на 18 человек. Среднемесячная зарплата составила 10 073 рубля. Аналогичный период прошлого года 6853 рублей. В Корчалском районе за 9 месяцев доходы местного бюджета выполнены на 114,9%. При плане более 14 миллионов рублей поступило в бюджет более 16 миллионов рублей. План по налогу на прибыль выполнен на 48,8%. При плане 1 миллион 534 тысячи поступило 748 тысяч рублей. По налогу на прибыль банковских поступлений нет. Это связано с тем, что ни одно предприятие не справилось с плановыми объемами производства. На вопрос Аслана Бжани о том, как обстоят дела с выплатой земельного налога, сообщили, что 60% в настоящее время уже выплачено. У вас какой план в этом году? 860 тысяч. Сколько уже поступило? За 10 месяцев поступило 319. За 10 месяцев поступило 319, план 800, осталось 50 дней. И что, за 50 дней вы план выполните, да? Выполните? Отлично, мы выполняем цитрусов, у нас входят в декабре. Понятно, хорошо. Начальник налоговой службы Джон Аршба также сообщил, что в районе собираемость за 10 месяцев составила 112%. Было собрано на 2 миллиона больше запланировано и на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Затем главный врач Корчалской ЦРБ Лали Гаргулия доложила об эпидемиологической обстановке. По ее словам, ситуация остается сложной. Каждый день растет количество заболевших. При этом гражданами не соблюдаются меры предосторожности. Они не носят маски. Всего по городу и району общая заболеваемость составила 1135 подтвержденных случаев. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 15 пациентов. В дневном стационаре 10 человек. На стационарном лечении в ковидном отделении 13 пациентов. Переведены в стационар Гудаутского ковидного центра 49, военный госпиталь Айтар 18. Выздоровело 998 человек. Заболевших по возрасту, самый младший возраст заболевшего 1 месяц. Самый возрастной 95 лет. За октябрь месяц мы наблюдаем резкий рост заболеваемости. 115 ковид-положительных, из них 19 детей. Стационарное лечение прошли 620 человек, из них 380 дневной стационар. Из них детей 20, беременных женщин 5. Стационар у нас рассчитан для пациентов средней степени тяжести, так как нет реанимационного отделения, нет кислородных разводов. Минздрав нас обеспечивает концентраторами кислорода. По заявкам мы получаем медикаменты, это антибактериальные препараты, антикоагулянты, противовирусные препараты и все необходимые препараты, в которых нуждаются ковид-пациенты. Месяц назад был случай, тяжело заболел пациент, которому нужен был биопрепарат. Нами была дана заявка в Минздрав. Утром к обеду мы уже биопрепарат Артлегию получили. Сформировано нами 8 бригад из 7 человек, куда входят 5 медсестер и 2 санитарки, которые командированы в Гудаутский госпиталь через 3 суток. По графику выезжают на нашем автотранспорте. ГСМ обеспечивает администрация Ткварчальского района. Иногда бывает до 18 выездов в месяц. Хотелось бы отметить и поблагодарить средний, младший медперсонал и докторов, которые круглосуточно трудятся, отработав здесь сутки в ковидном отделении Ткварчальской ЦРБ, работают на следующий день, дежурят сутки в Гудаутском госпитале. Еще раз хотелось бы обратиться к нашему населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, соблюдать масочный режим, дистанцирование, провакцинироваться, выработать коллективный иммунитет и победить коронавирусную инфекцию.
Лайля Гаргули рассказала и о ходе вакцинации в Ткачалском районе. Спутником ВИ провакцинировано 449 человек, 71 спутником Лайт, 168 человек сделали вакцину Гриппол+. В ходе совещания главе государства доложили и об уровне собираемости и задолженности по электроэнергии за 9 месяцев текущего года. Собираемость в селах на 80% выше, чем в городе. За неуплату, значит, отправляем вышки, я не знаю, провода, демонтируем, чтобы как-то справиться с этой проблемой. Вот. Значит, в городе уже приводим к тому, что тоже будем, наверное, обеспечивать, кто не платит за свет. Есть люди, которые имеют долги по 50, по 60 тысяч, которые никогда не платили, они приглашаются в электросеть, ведется с ними беседа, то, что как-то, чтобы оплачивали. Потребляемая электроэнергия в городе и в районе составляет около 14 мегаватт. Киловатт в часах, значит, 354 киловатт-часов, это на данный момент. При допустимой норме 328 киловатт-часов. Значит, у нас перебор идет мегаватт 100. Запрет на майнинг криптовалют, значит, у нас было город и район 32 мегаватта. Мы опустили нагрузку до 14 мегаватт. Президент Аслам Жани подчеркнул, что проблема с обеспечением электроэнергии существует во всех районах и нужно решать проблему со злостными неплательщиками путем обесточивания их домов, пока они не выплатят долги. Прямая ответственность за соблюдением этих мер лежит на главах. Если они не будут справляться, то они будут освобождены от занимаемых должностей, подчеркнул президент. График должен быть. В течение года, в который мы входим, долги должны быть закрыты на 80%. Азгиб разгадзом ялдзум хазхо, атаразтахумёк ялдзвает. И фирцот, я и та фирцот, чазник и фирцот. Сидор Шалодьевич, я вас прошу, никто не должен на это обижаться. Это показатель работы глав сел. Вот здесь вот, это ваша работа. Как вы работаете и как вы с этим справляетесь. Проблема контрольная, вопрос контрольный. Будете справляться. Если захотите, обязательно справитесь. Нет у нас таких проблем, где невозможно ее решить. Алашара, фирсфер, хоть потреблять не будут. Тоже выход из положения. Что касается криминогенной ситуации в районе, за 9 месяцев было зарегистрировано 23 преступления уголовного характера. Из них раскрыто 16. Благодаря усиленной работе ГАИ было выявлено 1352 нарушения правил дорожного движения. Из них 91 нарушитель в состоянии алкогольного опьянения. Более 40 человек лишены водительских прав. Также выявлено 10 фактов незаконного оборота наркотиков, что в 2 раза превысило показатели прошлого года. По результатам работы за 9 месяцев отмечается рост тяжких видов преступления. Так, за 9 месяцев данного года зарегистрировано 10 тяжких преступлений, из которых раскрыто 7, что составляет 70% раскрываемости. В текущем году значительно увеличился у нас поток отдыхающих по 2 направлениям. Это у нас Кармара и Бедийский храм. Хотелось бы отметить, что благодаря материально-техническому обеспечению на сегодняшний день мы обеспечены были автотранспортом, форменной одеждой и, в принципе, провели весь курортный сезон на патрулях. Каждый день проводились патрули по всем направлениям. Благодаря местным жителям, благодаря тем людям, которые на местах находились, и милиции, у нас на сегодняшний день нет ни одного преступления против отдыхающих. На совещании обсудили итоги реализации инвестиционной программы. Так, в рамках инвестпрограммы был осуществлен ремонт водопроводной сети и канализации на проспекте Свободы. Работы были завершены в декабре прошлого года. Также в рамках инвестпрограммы идет капитальный ремонт в Ткачалской ЦРБ. Больница готова на 99%. Ее запуск планируется к концу ноября. Также на совещании президенту было доложено о состоянии системы образования в районе. Всего 16 общеобразовательных школ, 1 детско-юношеская спортивная школа и 3 детсада. А Губедийская и 2 городские школы, 2 и 4 нуждаются в ремонте. Как сообщил заведующий отделом образования района Дмитрий Мужба, в отдельных школах существует нехватка преподавателей физики и химии. На совещании обсуждалось также состояние сельского хозяйства в районе. Президент Аслам Жани подвел итоги встречи с активом Ткачалского района. Все наши вопросы упираются в то, что мы пока еще не наладили эффективную экономику и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в транспорте, и в других отраслях. Нам нужно научиться работать по-новому.
Нам нужно научиться делать такой продукт, который будет востребован здесь, на территории Абхазии и на большом российском рынке. Как это можно было бы сделать? Это можно сделать благодаря усилиям и руководства Абхазии, благодаря усилиям нашего населения и, конечно же, благодаря усилиям Российской Федерации. Мы этими вопросами занимаемся. Я очень часто бываю в Российской Федерации. Мы будем уделять особое внимание экономическому развитию. Ряд крупных проектов сейчас в Абхазии реализуются, я уже так могу сказать, первые шаги делаются. Они требуют очень много времени, они требуют специальных знаний, которых у нас не было. Например, тот же аэропорт, строительство, функционирование и так далее. У нас мало таких специалистов. Вот о развитии города есть мнение главы, руководства Творчельского района. Это развитие и туристической отрасли, и сельского хозяйства, и точечное привлечение инвестиций в ту же угольную промышленность. У нас этот механизм работал, он перестал работать. Что-то случилось, что-то сорвалось. Надо будет это все восстанавливать. В инвестпрограмму 2023, 2024, 2025 года мы будем включать еще большее количество инфраструктурных проектов в Творчельском районе. Мы отремонтируем участок дороги до вот то, что идет к водопаду, с тем, чтобы туристический поток возрос. Вы, наверное, знаете, конечно же, знаете о том, что объекты строятся на берегу моря. В Восточной Абхазии будем строить еще, туристы будут приезжать сюда. Мы заложим на инвестпрограмму проект пока на проектирование, значит, деньги на строительство дороги, это уже чуть позже, к озеру. У вас здесь прекрасно, шикарное озеро. Это тоже даст серьезный импульс для развития района. Никто не должен думать о том, что мы забыли о Творчеле. Нет, мы не забыли, но вы же видите, какая картина складывается, как это все непросто. Я хотел бы в присутствии всех творчельцев несколько цифр вам озвучить. Вот бюджет Творчельского района в этом году, в 2021 году, 218 миллионов рублей. Из них собственно доходная часть всего 21 миллион. Все остальное, почти 196 миллионов рублей, это деньги, которые приходят из государственного бюджета. Кстати, если говорить о бюджетообеспеченности на душу населения, у вас эта цифра выше, чем в ГАЛ, она у вас выше, чем в Очимчире, и она у вас выше, чем в Сухумском районе. 13 тысяч рублей на одного жителя. Конечно, это мало, но это то, что государство выражает свою заботу. И дальше будут выражать свою заботу. Государство государством, мы будем помогать в инфраструктурных проектах. Я вам сказал по поводу дороги одной, по поводу дороги второй. Я вам сказал о том, что идут переговоры с инвестором. Если нам повезет, то это будет связано с восстановлением добычи угля. Эти проекты у нас на изучении находятся. Знаете о том, что у вас есть недостроенная гидростанция, ее нужно будет достраивать. Значит, надо привлекать инвестиции. Ваш золотой запас – это ваши земельные ресурсы, которым никто не пользуется. Я об этом говорил. Это только мы можем себе позволить иметь такие земли, и чтобы они поросли бурьяном, чтобы они не проносили нам деньги, вам деньги, чтобы они не работали на повышение благосостояния населения. Это мы только можем себе позволить. Так не должно быть. Аус хаулароп, аус хаулароп. Адгил и Хамо, пожалуйста, в аренду. Пожалуйста, приглашайте инвесторов из Российской Федерации, в партнеры берите. Давайте развивать экономику таким образом. Льготное кредитование, определенные объемы мы обеспечим. Ключевая проблема, проблема обеспечения энергоресурсами населения, не только Творчала, но и всей Абхазии. Здесь тоже подходы, мы вам об этом говорили. Нам предстоит провести масштабную, ранее никем не реализованную, масштабную, значит, реконструкцию всей энергосистемы. Мы сегодня дорабатываем то, что было сделано в Советском Союзе. Аслан Джани также отметил, что в восточной части Абхазии увеличился турпоток и необходимо развиваться в области туризма еще больше. Я, насколько знаю, у вас на 50% увеличился поток туристов на те маленькие объекты, пока которые у вас есть. Вот как только мы сделаем дорогу, запустим, значит, проектирование другой дороги, здесь будет другая история. Восточная Абхазия поднимется, потому что у нас
огромное количество памятников христианской культуры, таких памятников, как Моква, как Агубидийский храм, их единицы во всем мире. Памятники, которые имеют такую большую историю, тысячелетнюю историю. Это не просто болтовня, это не просто разговоры. Нам в этом плане рассчитывать не на кого, кроме на самих себя и на братское отношение с Российской Федерацией. Меня часто упрекают в том, что вот я говорю об инвестициях, и я буду говорить, свободных денег бесплатных в большом количестве не будет. Да, Россия помогает нам, помогает нашему бюджету. На 1 350 000 000 в год у нас работает инвестпрограмма, а нам нужно в год 10 миллиардов для того, чтобы решить вопросы, связанные с водоснабжением, с канализацией, со строительством дорог. Нужны такие деньги. Мы их можем только привлечь за счет инвесторов, которые будут реализовывать проекты и пополнять нашу казну. Вот маленький пример Тамыша, где летом в сезон работает 180 человек, имеют высокую заработную плату. Они там 300 метров прибрежной территории, у них 300 на 400, 300 берег, 400 сюда. Вот с Сухума, начиная до границы, ни одного объекта такого нет. Ни одного. Ни один бассейн сегодня в Сухуме нет, который работал бы с теплой водой. Это стыдно, 21 век. Туда могут сегодня приезжать дети, плавать, тренироваться. И это все сделано одним русским инвестором, который, кстати, поделился своими акциями с местными жителями тоже. И находятся те, кто говорят о том, что это плохо. В мире сегодня рыночные отношения по-другому просто не будет. Если мы таким образом не построим отношения с потенциальными инвесторами, будущего экономического не будет. Значит, не будет наполнен экономическим содержанием наш суверенитет. Значит, все может посыпаться. Поэтому мы проводим программу, связанную с гармонизацией наших законодательств. Мы запустили, в договоре это было прописано давно, интеграционные процессы, при том, что мы сохраняем тот уровень суверенитета, который мы имеем, и остаемся независимым государством. Нам надо экономически все это наполнить. Нам надо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право приобретать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект. Нам нужны здесь люди, которые будут специалистами работать, люди, которые будут приезжать, уезжать, люди, на которых будет работать наш производитель, ради которых он будет выращивать продукцию, экономика, чтобы имела определенные показатели. Численный состав населения должен быть из Аутуа Азаров. В 2022 году это инвестпрограмма, которая была принята в 2019 году еще, это при прошлом руководстве. Предусмотрено ряд проектов, которые будут реализованы здесь у вас в Тхларчеле. Это дороги в Тхларчельском районе, автодорога от Агубиди до села Чигвара, 42 миллиона рублей. Мы это сделаем в будущем году. Значит, проспект Свободы, город Тхларчал, ремонт этой дороги будет в будущем году. Улица Чачхаля, город Тхларчал, ремонт дороги будет в будущем году. Тхларчал, улица Гукискири, тоже в 2022 году, и Тхларчал, улица Лакоба, в 2022 году. Это в рамках инвестпрограммы. Как отметил Аслам Жани, чтобы экономика имела определенные показатели, нужно увеличивать количество населения района. Раньше в Тхларчале проживало 20 000 человек, а сегодня 4 000. После совещания президент провел инспекцию Тхларчалской ЦРБ. Главе государства показали отделение, столовую, прачечную, кабинеты врачей, УЗИ-кабинет, палаты. Далее президент побывал на месте бывшего клуба на заводе «Заря», посетил помещение, где располагался бассейн, а также побывал на Радоновом источнике, очень популярном туристическом объекте. Алика Трапшира, Мукамки, Саида Гухава, Абхазское телевидение.